Так, ребята, привет. Сегодня я снимаю печку отопителя. Салонную печку буду, радиатор печки буду снимать. То есть обогреватель салона у меня, кажется, забитый. Поэтому буду снимать и буду болгаркой пилить, там как она засорилась или не засорилась. Все открою, посмотрю. А так я новый радиатор заказал, вот на днях должны подвести. Ну, доставка будет с Якутска. И вот старый я попробую снять и почистить. Не почистить, а разобрать полностью, болгаркой спилить верхнюю и нижнюю часть, где засорилась, я не знаю. Короче, у меня только предположение, что короче, забилось радиатор печки. Сейчас примерно покажу. Так, это салон. Радиатор печки здесь стоит, вот здесь. Сейчас я вот эту кобуру сниму. И частично буду разбирать салон, наверное. Бардачок сниму, вот это сниму и достану, наверное. Ну, не знаю, если не достану, торпеду буду снимать тоже во второй раз. А так, у меня печка, короче, греет только пассажирская сторона. Вот, пассажирская сторона греет. Вот эта сторона вообще горячим воздухом дует. А вот здесь только теплая, с водительской стороны. Я предполагаю, что у меня там подача снизу идет. Вот печка. И обходит такие вертикальные, короче, как бы радиаторы стоят. Вертикальные. И обратка вот так уходит туда тоже в двигатель. У меня предположение, короче, вот обратка идет. И вот здесь на водительском стороне, короче, забило, здесь все забито, короче. И через печка, короче, через малый круг вот так уходит. Только с пассажирской стороны, кажется. Но это только мое предположение. Я не знаю, сейчас разберу, как там все, в каком состоянии находится, я сниму и вам покажу. Вот так вот примерно выглядит частичный разбор. Но это даже можно и было не снять. Здесь саморезик один. Так, вот здесь вот один. Третий на 10 болт. И вот здесь. И отодвинул вот эту, которая под ноги дует на пассажира. Радиатор вот сидит. И таким путем, короче, я думаю, что достану. Так. Радиатор печки. Надо завальцовки вот эти убрать. И достать шланг аккуратно вниз. Вот эту сторону. И достаем. Короче, радиатор. Это толщина 5 сантиметров 3 миллиметра. Бывают и тонкие. Где-то 2,5 сантиметра у меня на 5 стоит. Сейчас буду доставать. И потом все покажу тоже. Так, ребята, я достал. Достал радиатор печки. Так, короче, сдернул и вытащил. Вот эти шланги завальцовкой спокойно снялась. И вот, короче, я достал радиатор. Это подача. Вот это обратка и вертикальные слоты такие. Печка снаружи так как-то нормально, но изнутри тоже все как-то чисто выглядит, но не знаю. У меня такое предположение. Вот подача идет, и грязь все здесь забила. Вот этот слот все забито. И как-то по пассажирскому сторону, короче, малый круг происходит. Вот эта сторона не греет, мне кажется. Здесь все забито или здесь. Сейчас болгаркой вот так спилю и посмотрю, как она забилась или не забилась. Ну, один черт, короче. Я новую заказал. Все равно менять буду. Сейчас болгаркой спилю и посмотрю. Сначала нижнюю сторону сделаю, потом верхнюю сделаю, распилю. Ну, поехали.
Вот она такая, видите? Мне кажется, еще нормальная какая-то она. Не очень. Так, сейчас где-то. Вот верхняя сторона. Вот так печка стоит, радиатор. И вот видите, все забито здесь. Вот. Сейчас я еще хорошенько сниму. Так. Вот забито все. Вот эти вообще забиты. Все. Вот видите, вот эта сторона еще нормально, и отсюда все уже забилось. Вот эта сторона. Так, повернем. И вот, короче. Чистка справилась или не справилась бы, я не знаю. Чистка все равно не помогла бы. Это нижняя сторона. Вот так она стоит и забилась, кажется, вот верхняя. Сейчас подождите. Так. Ой, блин. А, не, все забито же вообще. Вот. Вот это слот все закрыто. Видите? Вот это чуть-чуть открыто, а нижняя вот здесь до половины здесь закрыта. Она вот так циркулировала, кажется. Оп. И повсюду вот так сразу выходила. Только пассажирская сторона. Водитель с этой стороны, пассажир с этой. Повсюду заходила, короче, и по этим слотам вот так прогревала пассажирскую сторону. А здесь вот как бы вот эта дырка, вот это и вот эти, короче, чуть-чуть прогревали водительскую сторону. И нижняя до сюда закрыта. Верхняя вот почти все здесь. Вот только открытые вот эти. Вот поэтому с пассажирской стороны она нагревала, и водительскую сторону не нагревала, короче. Вот это проковырять даже невозможно. Вот видите, застряла она. Вот здесь все нормально заходит, вот которые открытые как бы слоты. А вот здесь вообще не заходит. Вот, застряла. Вот здесь даже не могу вот просунуть шпильку. Вот. Пиздец это. Печку. Буду ждать запчасти. Вот такие проблемы. Вот такие проблемы. Буду систему еще раз промывать водой. Короче, вот эту я когда доставал, вот торпеду, почистил, она чистая все равно. Вот только на радиаторе, кажется, осталось. Наружный радиатор я помыл изнутри и снаружи. И как-то блок двигателя нужно тоже подкачкой, короче, промывать водой сначала. Потом тосол налью, заведу. Потом тоже вылью еще, короче, тосол налью. Как бы догонку антифриза. Вот пассажирскую сторону нагревала, печка нормально, так пальцы обжигала. С этой стороны тоже хорошо дуло, и с этой стороны хорошо дуло. А вот с этой, вот и водительскую сторону вон та. Короче, не так прогревала, короче. Чуть-чуть как бы остывший чай как бы. Чуть-чуть вообще пальцы не обжигала. А вот с этой стороны пальцы обжигала. И вот здесь сеточка на заднем ряду, короче. На средний ряд тоже все хорошо было. А вот такие проблемы. Короче, частичный разбор салона. Все, не стал снимать. Вот это даже не нужно было снимать. Только вот здесь, здесь, здесь и здесь. И чуть подтянуть, она выходит. Завальцовку сейчас покажу. Вот эти трубки нормально снялись у меня. Просто аккуратно обжимаешь вот эти слоты, вот, которые стоят. Отверткой просовываешь минусом, короче. И хоп, хоп, с 4 сторон. Там все удобно, вот эти, короче, слой завальцовки, короче, снимаешь.
На новой печке тоже такие резинки, сальники новые тоже буду ставить. Там в комплекте печки есть, наверное. Было, кажется. И еще вторую печку тоже поставлю. Протяну тоже отсюда. Последовательно. С первой печки от обратки, короче, на подачу второй. Ну, как я так делал, в которой у заказчика. Ну, как-то так. Так, вот эту печку я поставлю на третьем ряду. Это от Хайса, старого дизельного Хайса КЗ. Здесь ржавчина. Но я под давлением проверял. Все снимал вот это. Все, почистили моторчик, радиатор изнутри и снаружи. Она просто в снегу так лежала весной и летом. Поэтому здесь ржавчина появилась. Но она не течет, я под давлением проверял. Диаметр трубы на 14. Чтобы воздух всасывало под сиденьями, чтобы ничего не засасывало. Я вот такую приспособу сделал из пластмассы. И снизу тоже. Так, на всякий пожарный. Так. Вот это минус. Третья скорость, вторая скорость и первая скорость. Вот это. Сейчас я покажу, как она работает. Подключу к аккумулятору и посмотрим. Так, попробуем подключить. Минус белый. Это первая скорость. Вот это первая скорость. Что за дела? Что за дела? Почему второй и третьей скорости нет? Первая есть. Перегорело, что ли? Что-то вторая и третья скорость пропала. В тот раз работала, почему сейчас не работает, я не знаю. Резистор, что ли, полетел? Только первая работа. Только первая. Ну, потом разберемся. Так, ребята, я нашел какой-то резистор, или как она называется, резистор или регулятор. Еще дополнительный вот поставил. М1, М2, это на плюс подключается, это первая скорость, вторая и третья скорость, вон там. Я на первую скорость подключил. Здесь родная, вот который сюда идет. От первой скорости я на первую скорость подключил. Здесь плюс идет. И так, отсюда на первой скорости идет вот сюда, на первой скорости. Тогда обороты уменьшатся. Сейчас покажу. Как она называется, я не знаю. Регулятор или резонатор. Фиг его знает. Вот плюс. Вот сюда. И сейчас, подождите. Вот. Средний дует. От первой скорости еще меньше, короче. А так первая скорость у меня вот стоит. И вот, короче. Потихоньку, так, тихонько работает. Не как с одним резистором. Второй резистор. По идее, вот эта фигня, она греется. Должна стоять вот здесь. Вентилятор должен охлаждать внутри. Вот здесь как родная стоит. Она охлаждается. И вот это тоже должна охлаждаться вентилятором. Я хотел вырезать вот здесь прорез и сюда засунуть, чтобы вентилятор тоже обе резисторы охлаждало. Но, короче, нечем резать. Пока так поставил, пускай так будет. До Якутска дотянет, наверное. Там обычный регулятор найду и поставлю так. Вот так. Жду запчасти. Вот моторчик готовый лежит. Где-то с утра я жду. Вот такси должен подъехать. Но связи у нас нет, поэтому
Последний раз онлайн он был, в WhatsApp заходил где-то во сколько? В 4:45. Сейчас почти 6:30. Такси еще не подъехало. Жду с нетерпением. Сегодня вечером должен все закончить. Так, я промывать буду блок и радиатор еще раз. Залью воду. И подача выходит сразу в обратку. Печку я пока не буду подключать, там у меня чистая. Первая печка, потом вторую подключу. Обратку сделаю. Вода все, грязь, остаток антифриза все смоет. И все, я вылью, короче. Потом сниму вот этот шланг, короче, как обратку. И все заново на родные места закину. Дроссельку буду настраивать тоже. Жду запчасти. Так, ребят, получил посылку. Оба-на. Печка китайская, сатовская. Сейчас посмотрим. Дальше. Провода 4 метра. И силиконовый шланг. Оранжевый, а не красный. Нормальный, наверное. Хомуты. Так. И антифриз. Таташи. Красный. Что-то пиво не положили, чтобы обмыть. Так. Печка. Ой, блин. Новая печка. Так. Сколько она стоит? Где? 4000 рублей. Еще тумблер. Такой обычный. И здесь должно быть... блин. Черт. Где резины? Ёб твою мать. Блять, в комплекте такие резины должны были быть. Да ну нахрен. Пиздец, блядь. Это радиатор подходит к рюкзаку сотому. Без разницы. Толщина где-то 5,30 сказали. 5 сантиметров 3 миллиметра. Да ну нахуй, без резинки как? Посмотрим. Буду устанавливать. Так. Резинка вот оказывается, ребят. Бля, я не заметил. Прям наклеили на коробке китайские. Ну это радует, радует. Все, буду устанавливать. Здесь этих нет, короче. Как бы губки, да? Как здесь вот. Я из этих, короче, сделаю сейчас. Приклею сюда. По форме вырежу. И все. Так, я подключил все. Шланги вот по центру пропустил. Здесь вот эти. Как бы, чтобы шланг не видно было. Застелил линолеум. Вот она идет. Плюс-минус с прикуривателя взял. Здесь тумблер поставил. И все. Подключение там я все объяснял в предыдущем ролике. И вот печка от Хайса стоит. Супер кастом. Старого Хайса. Казадовский двигатель. Шланги силиконовые на 14 диаметр. Провод обычный, медный. Она не греется, ничего, так нормально. Все, работа закончена. Проверил. Все. Радиатор уже не капает. Не капает это. Не потеет. Следы. Вот я зажим сделал. Радиатор доставал по кругу. Вот. Сейчас все сухо. Ну еще проезжу, посмотрю на дальнем рейсе, как себя поведет. Там хорошенько. Вот так. Печку поставил. Все, я печку поставил. Все подключил, провода там. Все аккуратно, все сложил. И печка у меня толщина 5 сантиметров 3 миллиметра.
бывает два вида печки. Одна 2,5 сантиметра толщина такая, а вторая 5 сантиметров 3 миллиметра. У меня такая же стоит. 5 сантиметров 3 миллиметра. Это сотый крузак, Камри одинаковые. Но на сотом крузаке там 2,5 сантиметра стоит. И на Камри тоже. А так размеры так одинаковые. Только толщина различается. 5 сантиметров и 2 сантиметра с половиной. Вот так вот печку подключил, все нормально, проверил, проездился. Вообще жарень в машине. Все классно. Вот только у меня... Подождите-ка. О, двойные стекла. Когда на улицу вышел, запотели у меня. Чуть-чуть вот здесь. И там, ну почти везде. Сейчас вот пропало в теплом гараже. Я из теплого гаража выехал на улицу, где-то минус 35 у нас пока. И здесь как бы эти инеем сик, короче, роса что ли. Сейчас пропало. Сейчас машину буду мыть. Еще-то что-то хотел делать. Салон полирнуть. И все. Вроде бы машина готова. Автоодеяло пока стелить не буду. Вот это пока закрывать не буду. Посмотрю там на ОБД я... Вот когда... Подождите. На ОБД проверял, вот когда печку... Испытание печки, короче, на проверку. И ОБД подключил и проверял. Там температура сколько, охлаждающей жидкости, подсос воздуха сколько при входе и при выходе. Там все нормально пока у нас погода не так уж холодная. Где-то минус 35. Ну, ночью минус 40 где-то. Минус 42. Пока еще конкретного холода нет. Ну, вот так замена печки, радиатора и дополнительная печка. Про дополнительную печку у меня в видеоролике есть. Здесь почти не снимал. Просто как моторчик подключить, ток убавить. Я там показывал. И замена печки на новую переднюю Toyota Estima. 30-й кузов. Печка модель толстая. Кому может пригодиться. Торпеду я не снимал. Просто частичный разбор сделал. 4 болтика. И все. Там на видео посмотрите, если кто хочет поменять печку радиатора. Ну, давайте, ребят. Всем до свидос.